Вы смотрите новости Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале выпуска о главном. Все для успеха. Считаю проект принципиальным для развития, выявления и развития сильных, мотивированных детей. Как руководитель Федерального центра для одаренных детей «Сириус» оценила новый лабораторный корпус в Казани. Услышал Рамиль Шайдуллин. Пустили на утренники. На одного ребенка, одного взрослого сопровождающего. При каких условиях можно попасть на представление в детсад, знает Радик Фархулин. Без удостоверения уже не ветеран? Я хочу восстановить удостоверение как можно быстрее. Видите, в каком состоянии. О проблеме жительница Казани Валентина Красильникова и расскажет Вероника Гайнудинова. Оценка положительная, но кое-что настораживает. Ежегодный рост таких заявлений нас, безусловно, настораживает, так как становится тенденцией. Какие тенденции пандемии обнаружили в арбитражном суде, узнал Дмитрий Аренин. Для таланта и успеха условия и поддержка. Сегодня в Татарстан прибыла руководитель Федерального образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Она знакомится с тем, как в республике реализуется программа поддержки детей и молодежи. Напомним, центр «Сириус» создан в 2015-м по инициативе Владимира Путина. Татарстанский центр, созданный по модели «Сириуса», открытый в Казани. Сюда прибыла Елена Шмелева, чтобы увидеть, как начинающие ученые занимаются на самом современном оборудовании. Первые опыты будущих светил увидел и Рамиль Шайдуллин. С улыбкой и цветами Рустам Минниханов встречает руководителя Центра самых талантливых детей России «Сириуса» Елена Шмелева в республике с рабочей поездкой. Сегодня она обсуждает вопросы поддержки одаренных детей республики с Рустамом Миннихановым и посещает Татарстанский центр поддержки одаренных детей. Здесь у нас аппаратно-программный комплекс представлен. Заглянуть из глубин вселенной, не покидая своего учебного места. Это не фантастика, а реальный кабинет зондирования космоса. Фактически мы имеем аппаратно-программный комплекс, который позволяет принимать изображения с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, передавать их при помощи этой станции на цифровые фотограмметрические комплексы, где мы можем выполнить полную обработку этих изображений. Так сейчас обучают в Республиканском центре выявления и поддержки одаренных детей. Он сделан по модели Федерального центра «Сириус». Его руководитель Елена Шмелева оценивает опыт Татарстана. Вторая часть, которую уже тоже можно делать на этой инфраструктуре, это широкое вовлечение в программы дополнительного образования всех, кто живет рядом в микрорайоне, вообще всех детей и студентов и республики, и Казани. Это место, где одаренные дети будут заниматься высоконаучными вещами. Для этого центр поделен на несколько зон. Конкретно это посвящено новым материалам и нанотехнологиям. Для этого здесь есть необходимое оборудование и программное обеспечение. Прочные валы практически любой материал могут растереть до состояния пудры. Здесь получается мелкодисперсное вещество. Именно этот материал юные ученые здесь будут использовать для нанотехнологичных опытов. Здесь есть все необходимое оборудование для каких-то научной деятельности, нанотехнологий. Основы квантовой физики, оптику. А вот эти наборы для опытов со светом и лазером. Все это показывают Елене Шмелевой. Свет сам по себе бесцветен, и когда у нас есть пыль, мы, получается, видим на экране явление дифракции. Одаренными здесь считают детей как в науке, так в спорте и искусстве, поэтому возможности созданы для всех. Были закуплены оборудование для занятий академической живописью, было закуплено оборудование для занятий и освоением народного промысла работы с глиной. У нас есть психофизиологическая диагностика, где достаточно большой выбор тестирований. Вот этим печатным металлом у нас на кафедре. Здесь может пластиком то же самое печатать. В центре будут заниматься как дети, так и студенты. Причем начинающие ученые не только поставят опыты, но и сдадут экзамены. Это позволяет делать оборудование центра. Все оно закуплено в рамках национального проекта образования. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Сегодня Елена Шмелева успела побывать и на заседании Общероссийского народного фронта. Она сопредседатель Центрального штаба ОНФ. На базе КФУ участники обсудили вопросы бесплатного проезда на общественном транспорте для школьников, предоставление многодетным семьям участков с доступной инженерной инфраструктурой. Поговорили о повышении доходов граждан и снижении безработицы, а также о университетской науке, переподготовке кадров. Фактически мы открываем год планами, которые мы уже утвердили как основные направления в Центральном штабе ОНФ. И сегодня мы приехали поговорить о конкретных направлениях работы, которые тоже будут отражены в плане работы республиканского отделения ОНФ. Я думаю, будем работать в одной экосистеме с Сириусом, поскольку мы имеем и школы, и детский сад будем открывать, и занимаемся подготовкой кадров для работы в этой сфере. Без документов я не ветеран. Таким вопросом задается жительница Казани Валентина Красильникова. Она обратилась к нам с просьбой помочь ей ускорить процесс восстановления удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. Оно утеряно, а без него, говорит женщина, не может получить некоторые льготы. По словам ветерана, в отделе соцзащиты Новосавиновского района ее вопрос не могут решить уже 3 месяца. Когда мы начали разбираться в этой истории, возникло много вопросов. На них пыталась найти ответы Вероника Гайнудинова. Удостоверение мне дали. Удостоверение ветерана труда. Все документы у Валентины Красильниковой в одной папке. Нет только удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, говорит Валентина Дмитриевна. По ее словам, потеряла его при переезде около 3 лет назад. Поняла это не сразу. Ветеранское удостоверение, это очень надо. Мне 91 год. Захоронение, там какие-то льготы, чтобы легче было, как-то удобнее. Но это первое. И второе. Мне сейчас помогает соцзащита. Они моют пол, помогают мне помыться, приносят продукты. Я за это оплачиваю 100%. Валентина Красильникова, инвалид 2 группы, живет одна. Говорит, за соцработника приходится платить ежемесячно 1200 рублей. С удостоверением ветерана Великой Отечественной помощь оказывали бы бесплатно. Рассказывает, уже 3 месяца пытается восстановить документ. Из дома Валентина Красильникова не выходит, поэтому связаться с управлением соцзащиты Новосавиновского района получается только по телефону. Обещали, говорит, прийти, не пришли. На звонки отвечают, что либо некогда, либо делают запрос в пенсионный фонд. До сих пор я никакого удостоверения не имею. Ответа от нее тоже не имею. В войну мы работали. Мы не видели ни детства, ни юности. И теперь вот такое пренебрежительное. Сегодня она снова позвонила ответственному специалисту соцзащиты уже в нашем присутствии. Я могу вам перезвонить, у нас обучение идет. Будьте добры, скажите, как двигаются мои дела с ветеранским удостоверением? Пока еще ответ не пришел, я вам перезвоню, можно? Одну минутку, откуда ответ не пришел? Из пенсионного фонда. Я жду ответ о вашем трудовом стаже. Итак, говорит женщина, уже 3 месяца. Сколько еще ждать, задается она вопросом. Чтобы прояснить эту ситуацию, мы отправили запрос в отдел соцзащиты Новосавиновского района. Нам ответили, что Валентина Дмитриевна состоит на учете как вдова умершего участника войны, а не как ветеран. Все льготы, выплаты и меры соцподдержки получает в полном объеме. По поводу восстановления удостоверения она к ним не обращалась. И, как нам пояснили, она не ветеран Великой Отечественной, и никогда такого удостоверения у нее не было, а потеряла, вероятно, удостоверение вдовы. Его восстановить не составит труда, отметили в соцзащите. И к этому вопросу уже подключились. Понятно, что ветеран не может сейчас этим заниматься. Естественно, буду заниматься я сама. Будем делать запросы, будем все смотреть, будем все проверять, документы ее поднимать. Естественно, она во время войны работала, поэтому нам нужно вместе с ней найти доказательства. Сейчас Валентина Красильникова может восстановить не только удостоверение вдовы участника войны, но и стать ветераном Великой Отечественной. Она 1930 года рождения. К началу войны ей было 11 лет. Согласно федеральному закону о ветеранах, от 1995 года к ветеранам Великой Отечественной войны относятся и лица, проработавшие в тылу с 41 по 45 год не менее 6 месяцев. Мы подростки, 11-12 лет, мы носили воду, разгружали с барж, дрова. Почему соцработник не объяснил Валентине Красильниковой, как восстановить документ вдовы и что, возможно, она имеет право на льготы как труженик тыла? Мы надеемся, что органы соцзащиты в этом разберутся. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.
Зеленодольские льготники по-прежнему смогут бесплатно ездить в Казань на междугородних автобусах. Об этом договорились на совместной встрече в Минтрансе глава Зеленодольского района и руководитель местного ПАТП компания «Экспресс», которая осуществляет перевозки по 2 междугородним маршрутам. Мы перевозку граждан льготной категории осуществляем. Мы ее не прекращаем. Льготные карты будут действовать. Напомним, в начале недели зеленодольский перевозчик на своем сайте вывесил объявление о том, что с 1 марта прекращает перевозить льготников. Причиной он назвал отсутствие компенсации из бюджета. Как выяснилось, перевозчика не устраивает размер субсидии. Из-за этого между муниципалитетом и ПАТП не было заключено соглашение. Поэтому район не предоставил в Минтранс отчет о перевезенных льготниках. По этой причине деньги, выделенные из бюджета на компенсацию за льготников, лежали в режиме ожидания. По итогам переговоров перевозчик пообещал сохранить льготы. Состоялся конструктивный разговор, был разъяснен механизм взаимодействия между муниципалитетом и перевозчиком для получения компенсации на расходы по перевозке льготной категории граждан. Как сегодня сообщили в прокуратуре республики, эта проблема возникла из-за несовершенства законодательства, которое не предусматривало механизм расчета размера компенсаций в районах, где перевозки осуществляют по нерегулируемым тарифам. Прокуратура направила в Госсовет предложение о необходимости внесения изменений в закон. Также прокуратура внесла представление главе Зеленодольского района и предостерегла руководство ПАТП о недопустимости нарушения прав льготников. Обстановка с пожарами и гибелью на них людей в Татарстане остается сложной. Об этом сегодня рассказал начальник Главного управления МЧС России по республике Рафис Хабибулин. С начала года в Татарстане произошло 562 пожара. Погибли 34 человека. По сравнению с этим периодом прошлого года число пожаров выросло на 8%. Большая часть возгораний в жилых домах. Рафис Хабибулин отметил основные причины пожаров и частые нарушения требований пожарной безопасности. Актуальным также остается вопрос проезда пожарных техники к жилым домам. Это нарушение правил парковки личного транспорта, установка автоматических устройств шлагбаумов, не отвечает требованиям пожарной безопасности, а также перекрытие проездов бетонными и иными ограждающими устройствами. Роспотребнадзор сегодня разрешил родителям посещать утренники в детских садах. При этом есть жесткие требования пребывания с детьми. Напомним, в период праздников 23 февраля и 8 марта родители хотели увидеть представления, подготовленные своими детьми. Но этому мешали антиковидные ограничения. По каким условиям сейчас можно посетить детский сад папам и мамам? И какая эпидобстановка складывается к концу этой короткой недели? Об этом далее. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан считает возможным проведение индивидуальных мероприятий внутри групповой ячейки. Этой новости родители малышей ждали с прошлого года. Они соскучились по утренникам в детсадах. Им быть, сказали сегодня в Роспотребнадзоре. И сообщили об условиях посещения детских представлений. На одного ребенка, одного взрослого сопровождающего. Этот взрослый не должен быть в категории 65+. Заведующая администрация принимает на себя решение об возможности организации индивидуальных мероприятий внутри групповой ячейки только при условии отсутствия случаев заболевания либо какого-то карантина по инфекционному заболеванию. Главное – масочный режим, соблюдение дистанции, термометрия, наличие антисептиков. Для всех взрослых должен быть обязательно организован входной контроль, термометрия. Да? Желательно, чтобы был какой-то зеленый коридор, чтобы родители, проходя на этот утренник, не пересекались с детьми из других групп. Татарстанцы продолжают вакцинироваться от коронавируса. В Минздраве сообщили, российские вакцины эффективны против всех существующих штаммов вируса. Действуют против всех штаммов, которые появляются на сегодняшний момент. То есть тот же самый великобританский, южнокорейский, южноафриканский. Сейчас в республике 153 пункта вакцинации. Из них 103 в ЦРБ и поликлиниках. Еще 50 мобильных точек. Не работает всегда каждое время. То есть проходит определенная запись. То есть лиц, которые прикреплены к этому фельдшерско-акушерскому пункту, приезжает бригада прививочная и, соответственно, вакцинирует. Такой подход стал возможен, потому что были закуплены специальные термоконтейнеры для хранения и транспортировки вакцины. В ближайшие дни в Татарстан поступит еще 13 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Радик Фархулин, Йылдыз Халиуллина, Адель Мендубаев, ТНВ Казань.
В Татарстане за минувшие сутки зафиксировано 5 случаев смерти от коронавируса. Это женщины 64 и 83 лет, мужчины 71, 77 и 80 лет. Всего от ковид за весь период пандемии в республике скончались 328 татарстанцев. Также за сутки выявлены еще 52 новых случая коронавируса. 18 человек госпитализированы. Большинство заболевших от 30 до 50 лет. В России же за сутки выявлено около 11 тысяч новых заболевших. Вакцины от коронавируса в Татарстане привились уже около 76 тысяч человек. Вторую дозу получили больше 13,5 тысяч. У каждого 10-го ковид протекает тяжело и чреват осложнениями: одышка, поражение сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Как вернуть здоровье и избавиться от букета проблем, знают реабилитологи Татарстана. В какие санатории Челнов можно попасть уже сейчас, расскажет Наталья Мезина. Создается природный микроклимат естественных соляных пещер. Вдохнуть воздух соленого моря, выпить минеральную воду из подземных источников и прогуляться по хвойной чаще. Богатство наслаждений от лучших челнинских санаториев. С сентября здесь стартовала особая программа «Постковидная». Эльвира Фазулиан, как себя чувствуем? Пенсионер Эльвира Якупова чувствует себя на отлично. После перенесенного коронавируса по назначению врача приехала сюда. Курс реабилитации почти завершен. Я намного себя лучше чувствую, чем поступила сюда. Вернуться к привычной жизни после коронавируса в санаториях республики помогает целый ряд квалифицированных специалистов. Кедровая бочка. Вот здесь подается у нас фитосбор, в состав которой входит можжевельник. Чувствуется вот действие этого аромата, который как бы распыляться подается. И очень комфортно, очень приятно. А еще ЛФК, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, массаж, электро- и светолечение и работа с психологом. Восстановительный комплекс уже оценили десятки отдыхающих. Мы уже тут долго, 3-ю неделю. Не уезжаем еще, пока неохота. Вкусно, питательно. Я с удовольствием здесь. Особое внимание дыхательной системе. Когда приезжают постковида, там бывает, что даже 200-300 метров тяжело пройти. Вот мы стараемся, чтобы они к концу реабилитации, чтобы они могли сделать совершенно полный круг, без одышек. В Татарстане 21 санаторий. В 15 из них есть программа реабилитации. Ее прошли десятки пациентов из Башкортостана, Удмуртии и Москвы. Наталья Мезина, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Почему в Нижнекамске могут свернуть программу соципотеки? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Отмененных решений стало меньше, а вот исполнение судебных актов вызывает вопросы. Такие выводы сегодня озвучили на заседании арбитражного суда Татарстана. На встрече с участием Рустама Минниханова подвели итоги минувшего года. Как отметили, пандемия повлияла и на работу арбитражного суда. Так, в связи с уходом на самоизоляцию и федеральным мораторием на банкротство рассмотренных дел стало меньше. Поменялась и тематика судебных споров. Какие тенденции, что настораживает, узнал Дмитрий Аренин. Было бы неверным не говорить о том, насколько нестандартным и неординарным для всех нас этот год выдался. Так, в год пандемии у арбитражного суда республики стало меньше работы. Сократилось число заявлений и дел. На это повлиял мораторий на признание банкротом юрлиц, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики. Так, дел по их банкротству стало меньше на четверть. Но так или иначе, говорить о том, что юридических лиц, находящихся в предбанкротном состоянии, становится меньше, или же о том, что намечается тенденция к их уменьшению, было бы неверным. При этом число дел по банкротству граждан выросло аж на 60%, перевалив за 2000. И это, как отметил Рустам Минниханов, не может не беспокоить. Ежегодный рост таких заявлений нас, безусловно, настораживает, так как становится тенденцией, несмотря на отдельно негативные последствия этих процедур. В год пандемии стало больше дел по договорам перевозки, аренды, по оспариванию административной ответственности. Сократилось число процессов по страхованию и долевому строительству. Но, как отмечают, на это во многом повлияли изменения в федеральном законодательстве. В целом сократилось число кассационных жалоб и отмененных решений суда. К радости говорим о том, что по сравнению с прошлогодними показателями количество отмен в вашем суду уменьшилось практически на процент, оно 0,9%. При этом есть вопросы к исполнению судебных решений. Так, по ним нужно было взыскать 42 миллиарда рублей. Пришли отчеты, что выплачено только 7 миллиардов. Статистика не учитывает процент добровольного исполнения судебных актов, а также те исполнительные листы, которые ушли в дела
о банкротстве должников, трансформировались в требования кредиторов. Кроме того, неизвестна судьба тех долгов, которые кредиторы вынуждены были признать безнадежной задолженностью. Вместе с тем, очевидно, что проблема исполняемости судебных актов остается одной из актуальнейших. Появилась такая нехорошая тенденция, когда арбитражный суд наш Поволжского округа отменяет судебные акты, направляет их на новое рассмотрение, дает определенные указания, которые, к сожалению, не всегда исполняются. Поэтому мы будем конкретно работать с этими делами. В целом, как отметили, арбитражный суд республики справился со своими задачами. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за добросовестное выполнение своих обязанностей и принципиальность в защите нарушенных прав и законных интересов. Из задач на будущее обозначили, нужно развивать процедуру медиации, то есть мирного урегулирования споров. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Бугульминский район стал лидером в сфере образования в 2020-м. Об этом сегодня заявил Алексей Песошин на районной сессии. Однако показатели АПК скромные, отметил премьер Татарстана. Так, в рейтинге агропромышленных комплексов бугульминцы занимают лишь 31-е место среди всех районов республики. Сейчас надой молока за день в бугульминских хозяйствах составляет порядка 31 тонны. В ходе рабочей поездки Алексей Песошин ознакомился с новым мобильным телемедицинским комплексом. Новые системы, способные организовать диалог с врачом-экспертом на любом расстоянии. Премьер также посетил 4-ю городскую школу. Здесь он провел организацию бесплатного питания в начальных классах. В текущем году деятельность органов местного самоуправления должна быть нацелена на становление экономики с использованием всех имеющихся резервов. Соответствующий потенциал у района для этого есть. Проявлять больше инициативы и наращивать объемы жилищного строительства. Такую задачу перед депутатами Ютазинского района сегодня поставил председатель Госсовета Республики. На юго-востоке Татарстана Фарид Мухаммедшин побывал с рабочим визитом. Он посетил ряд предприятий и соцобъектов, участвовал в итоговом заседании районного совета. В рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов ютазинцы поднялись на 7 позиций, занимая 30-е место. Всего в прошлом году в районе сдали 15 тысяч квадратных метров жилья. Фарид Мухаммедшин посоветовал руководству муниципалитета заявляться на все жилищные программы, чтобы улучшить эти показатели. Инициативность и поиск инвесторов, развитие торгово-промышленных площадок, создание новых бизнес-точек в районе – это как раз тот путь, на который нацеливает и президент нашей республики, все районы, и руководители акцентируют на этом внимание. Научно-технологическому центру Нижнекамск-нефтехима 55 лет. Деятельность НТЦ связана со всеми производствами промышленного гиганта. На благо предприятия трудится множество сотрудников с научными степенями, лаборатории пополняются новейшим оборудованием. И именно в этих стенах рождаются новые идеи. О любви к своему делу в свой юбилей они рассказали нашей съемочной группе. В настоящее время научно-технологический центр включает в себя 12 исследовательских лабораторий, опытно-промышленный цех, различные отделы и вспомогательные службы. В лаборатории углеводородов занимаются научно-исследовательскими работами в области каталитических процессов гидрирования, дегидрирования, изомеризации. Вот эта лабораторная установка, которая расположена за мной, позволяет испытывать нам катализаторы и адсорбенты при высоких температурах до 600 градусов и при давлении до 100 атмосфер. На сегодняшний день возможности центра позволяют проводить исследования в любой области химии и химической технологии с масштабированием практических результатов, начиная от синтеза в лабораторной установке до проведения опытно-промышленных испытаний в заводских условиях. Все лаборатории НТЦ оснащены современной экспериментальной техникой и приборами. У нас в НТЦ коллектив очень сплоченный. Мы все нацелены только на одну цель – это помощь нашим заводам, нашему производству. Лаборатория эластомеров считается одним из самых важных участков исследований. Сейчас ее сотрудники занимаются научно-технологическим сопровождением нового производства ДССК каучука нового поколения. Инженеры проводят для подразделения проработку технологий. С чем ты сталкиваешься, с новой какой-то загадкой, пытаешься разгадать вместе со своими инженерами. И потом, когда вот в лаборатории все это испытываешь, потом видишь результат в производстве, как-то радуешься. Коллектив НТЦ принимает участие во всех совместных проектах Нижнекамск-нефтехима с отечественными и зарубежными партнерами. Любовь к своему делу – главная составляющая успеха научно-технологического центра.
В год науки и технологий подвели итоги федерального конкурса «Инженер года». Это премия, одна из самых престижных в профессии. На всероссийском уровне отметили достижения татарстанских энергетиков. Специалисты энергокомпании ТГК-16 вошли в число лучших инженеров страны. Добрый день, Влад. Все ли в норме, нет ли обрыва на линии, стабильно ли напряжение? Каждый день Разиля Авзалова начинается с проверки основных показаний ТЭЦ-3. В работе вспомогательного и основного оборудования замечаний нет. 20 лет в профессии. Именно под надзором Разиля Авзалова проходила модернизация Казанской ТЭЦ-3. В этом году на конкурсе «Инженер года» его удостоили звания «Профессиональный инженер России». Это значимо и важно для меня было быть признанным, знать, что тебя оценят. Я провожу анализ. Не отстает и подрастающая смена. Одним из лучших в стране стал и 28-летний Алексей Никитин. Он победитель первого тура. Для меня это является одной из наиболее важных наград, которые я мог бы заслужить. Так считает и одна из немногих девушек-инженеров ТГК-16 Гузель Абдулвалиева. Вообще должность инженера очень сложная по профессии, требующая постоянного развития. В результате она победитель первого тура и теперь одна из лучших инженеров страны. А ТГК-16 в очередной раз одно из самых титулованных предприятий. У нас на этом все. Другие новости на наших ресурсах в интернете. До встречи. Здравствуйте! В республике наконец-то стало заметно теплее. О погоде на 27 февраля после полезной информации. Не откладывайте заказ вашего нового шкафа-купе. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца февраля. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект шкафа в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ночью ожидается снег, местами сильный. А днем небольшой снег и потеплеет до -4. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге временами снег. Температура повысится. Днем -7. И в Агрызе, Менделеевске, Актаныше вполне комфортная погода. Но без осадков не обойдется. Синоптики обещают 8 градусов ниже нуля. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси снежно ночью, днем без существенных осадков. На дорогах снежные заносы. Будьте предельно внимательны. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске переменная облачность. Снег. Ночью местами сильный. Температура поднимется до 0 градусов. Перепады температур могут негативно сказаться на вашем самочувствии. Пожалуйста, берегите свое здоровье. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше временами снег. Заметно станет теплее. И еще одна полезная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда. Быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» позвоночник лечат роботы, без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место. Боль уходит. Запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. О погоде в столице. Синоптики в Казани обещают облачную и снежную погоду, местами метель. Ночью -10, а днем 6 градусов ниже нуля. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.